Переговоры Эмомали Рахмона и Эммануэля Макрона. О чем удалось договориться президентам Таджикистана и Франции? По итогам переговоров лидеров двух стран подписано несколько документов о сотрудничестве. Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с Эмомали Рахмоном предложил установить диалог между Францией и республиками Центральной Азии на уровне министров иностранных дел этих стран. Об этом Макрон заявил в ходе официального приема президента Таджикистана 8 ноября в Елисейском дворце, во Франции, сообщает пресс-служба президента Таджикистана. В сообщении отмечается, что на встрече двух лидеров предметом обсуждения стало плодотворное сотрудничество, его расширение в различных областях, торгово-экономической, инвестиционной, гуманитарной и культурной сферах. Перспективными направлениями в отношениях Таджикистана и Франции были названы укрепление сотрудничества в области гражданской авиации, энергетики, транспортной логистики, телекоммуникаций, сельского хозяйства, туризма, здравоохранения и инженерно-консультационной деятельности. Эмомали Рахмон и Эммануэль Макрон назвали приоритетным и важным расширение сотрудничества в сферах легкой, пищевой, горнодобывающей и химической промышленности, черной и цветной металлургии, в том числе в производстве алюминия. На встрече также были обсуждены вопросы сотрудничества в рамках авторитетных организаций и объединений, в том числе Европейского Союза, сообщает пресс-служба главы таджикского государства. Эмомали Рахмон подчеркнул вклад французских компаний в развитие экономики Таджикистана и реализацию инфраструктурных и энергетических, промышленных, сельскохозяйственных, сервисных проектов, а также различных социальных и частных секторов, в том числе в сфере здравоохранения. В ходе встречи стороны обменялись мнениями о борьбе с глобальными угрозами и вызовами, терроризмом, экстремизмом, организованной преступностью, включая незаконный оборот наркотиков, оружие и торговлю людьми. Эмомали Рахмон отметил, что Таджикистан, поддерживая конструктивные инициативы международного сообщества по установлению мира и стабильности в Афганистане, стремится к укреплению сотрудничества со всеми заинтересованными сторонами в этом направлении, так как обеспечение безопасности в Афганистане является важным фактором национальной стабильности и всего региона. Эмомали Рахмон пригласил Эммануэля Макрона посетить Таджикистан в любое удобное время. Пресс-служба утверждает, что Макрон принял приглашение с благодарностью. По итогам переговоров между президентами было подписано 5 новых документов о сотрудничестве. Соглашение между правительством Республики Таджикистан и правительством Французской Республики по воздушному сообщению. Декларация сотрудничества в сфере туризма между Комитетом по развитию туризма при правительстве Республики Таджикистан и Министерством европейских и иностранных дел Французской Республики. Декларация сотрудничества между Министерством европейских и иностранных дел Французской Республики и Министерством иностранных дел Республики Таджикистан на период 2019-2023 годов. Декларация сотрудничества между Академией наук Республики Таджикистан и Министерством европейских и иностранных дел Французской Республики по сотрудничеству между Академией наук Республики Таджикистан и Французским институтом исследований Центральной Азии, ИФА. Меморандум об образовательном сотрудничестве между Национальным университетом Таджикистана и Университетом Париж-1 Пантеон-Сорбонна. В рамках официального визита Эмомали Рахмона во Францию в целом было подписано 11 новых документов сотрудничества. Между тем, пресс-служба президента не сообщает, был ли на встрече президентов поднят вопрос о соблюдении прав человека в Таджикистане, к чему Эммануэля Макрона призывали международные организации Human Rights Watch и «Репортеры без границ». В частности, они призывали президента Франции обсудить с президентом Таджикистана вопросы блокировки сайта медиагруппы «Азия+», монополизации доступа к интернету, ограничения доступа к онлайн-ресурсам, включая новостные сайты, такие как Фергана и Ахбар, мессенджеры, соцсети, YouTube и иногда даже Google. Встреча с гендиром ЮНЕСКО. В пятницу Эмомали Рахмон также провел в Париже встречу с генеральным директором ЮНЕСКО госпожой Одри Азуле. В ходе встречи были обсуждены вопросы охраны и почитания ценного исторического и культурного наследия таджикской нации, включение в список всемирного наследия ЮНЕСКО перечня исторических местностей Таджикистана, расположенных на Шелковом пути, отмечает пресс-служба президента Таджикистана. До сегодняшнего дня в список всемирного наследия ЮНЕСКО включены номинации Шашмаком, Навруз и Чекан, искусство узорной вышивки в Республике Таджикистан. Таджикистан намерен в 2020 году отпраздновать 5500-летие древнего города Саразм, включенного в 2010 году в список общечеловеческого культурного наследия ЮНЕСКО.
На встрече предметом обсуждения также стали эти проекты и реализация плана привлечения туристов в страны региона, особенно в Таджикистан, достойное представление исторических и культурных памятников нашего государства, сотрудничество в области образования, в том числе содействие ЮНЕСКО в разработке стратегии образования и совершенствования методов подготовки учителей. Эмомали Рахмон находится во Франции в рамках европейского турне, которое продлится до 12 ноября. 11 ноября в Париже президент Таджикистана выступит на форуме «Мир».